Найбольшая колькасць злачынстваў за мінулы тыдзень зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку – 117. Што называецца, па гарачых слядах на працягу сутак раскрыта 70, 11 з ліку здзейсненых раней. Затрымана 22 падазроныя асобы. 30 августа в Столинский РОВД обратились 21 житель города Столина и Столинского района с заявлением о том, что ночью неизвестное лицо повредило колеса в 24 автомобилях, припаркованных на различных улицах города Столина. Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что преступление совершили двое граждан Республики Беларусь, житель Столина и деревни Маньковичи Столинского района. Подозреваемые в настоящее время задержаны. За мінулыя выхадныя зарэгістравана 3 дорожно-транспортных здарэнні. Один человек загинул, 3 атрымалі ранения рознай ступені цяжкасці. 1 сентября около 16 часов в городе Столине зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие. 10-летний житель поселка Речица Столинского района на велосипеде, двигаясь по улице Коржа, на перекрестке неравнозначных дорог, совершил столкновение с автомобилем марки «Рено». В результате происшествия мальчик, учащийся одной из школ поселка Речицы, получил травмы различной степени тяжести, с которыми был госпитализирован в Столинскую центральную районную больницу. Мужчина 1979 года рождения, не имеющий права управления, житель агрогородка Малич Березовского района, управляя автомобилем марки «Мерседес», двигался по данной автодороге в направлении деревни Новые Пески. На закруглении дороги влево водитель неправильно выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением автомобиля, съехал в левый по ходу движения кювет и совершил опрокидывание в канал Березовской ГРЭС. Супрацоўнікамі брэсцкай мытні выявлена 85 адміністрацыйных правапарушэнняў на мяжы. В пункте таможенного оформления хатислов у жителя Брестской области, следовавшего из Украины на территорию Евразийского экономического союза в качестве пассажира поезда Заболотье-Брест, среди личных вещей было обнаружено 40 тысяч единиц незадекларированных рыболовных принадлежностей. По предварительной оценке стоимость данного товара составила 19 тысяч белорусских рублей. Исходя из количества и ассортимента, данный товар не был отнесен к товарам для личного пользования. В Брестской таможне в рамках начатого административного процесса проводится проверка. 5 пожаров зарегистрировали супрацоўнікі МНС. Огнем пошкоджено 5 забудов. Потерпелых от пожаров нема. Гражданин 52 года рождения, уроженец города Ивацевичи, поставил на плиту еду и решил отдохнуть, тем самым уснул. Произошло задымление. На Центр оперативного управления поступило сообщение о задымлении на лестничной клетке. Выехал наряд сотрудников МЧС и, проникнув в помещение, эвакуировали человека с отравлениями, продуктами горениями.